Представитель Общественной палаты России Игорь Шпектор встретился в Сыктывкаре со своими республиканскими коллегами. Они успели обсудить антиалкогольные проблемы, реорганизацию вузов и ситуацию в ЖКХ. Евгений Ракин о самых интересных моментах встречи. К этой встрече Игорь Шпектор готовился месяц. Заранее предупредил коллег о своем приезде. Однако из 30 членов Общественной палаты Коми явилась только половина. Месяц тому назад я предупредил. За месяц можно было, чтобы Шучалина не уезжала куда-то в деревню или куда там она поехала. Она в Москве на встрече с Путиным, на пресс-конференции. Где? На встрече с Путиным. Простим. Наш пострел везде успел. Понятно. Ну хорошо. Игорь Шпектор высказал свое мнение по самым острым темам. Одна из них – реорганизация вузов. Общественник напомнил о положительном примере объединения Воркутинского горного института и УГТУ. В результате студенты филиала не только не пострадали, но и получили дополнительные возможности. Стал вопрос, что нецелесообразен этот филиал. И его нужно уничтожить. А уничтожать нельзя. Поэтому Цхадай проявил максимум подвижничества в этом вопросе. Он получил лицензию на эти профессии горные, чтобы сохранить дневное отделение, чтобы дети могли поступать, не уезжая в Санкт-Петербург. Говорили общественники о проблемах обманутых дольщиков, грантовой поддержке, а также лазейках в антиалкогольном законодательстве. На уровне нашей республики тоже закон принят, вплоть до того, что установлены 3 сухих дня и так далее. Но вы знаете, на фоне всего этого продолжается продажа таких спиртовых настоек, как типа боярышника. Ладно, если раньше они продавались только в аптеках, сегодня они продаются в предприятиях «Союз печати». Рядом с газетой, вы понимаете? Игорь Шпектор сообщил, соответствующий закон уже готовится и пообещал делать запрос в Госдуму, войдет ли в число запрещенных для свободной продажи настойка боярышника. Многие наименования туда входят, которые будут запрещены. Даже вот энергетические напитки, эти, которые сладенькие, казалось бы, да? Но больше всего говорили о коммуналке. Республиканские коллеги предложили создать в городах и районах экспертные общественные советы, чтобы контролировать ЖКХ. Инициативу жительницы Усинска Игорь Шпектор поддержал. Общественные советы, если вы, как палата, будем говорить, будете лоббировать это продолжение этого разговора, то это вам только честь и хвала. Вам честь и хвала. И вы готовы, мол, направить своего человека. Вы даже к экспертам подходите очень более избирательно, чтобы эксперты у вас были в том или ином направлении грамотные люди. В свою очередь Игорь Шпектор попросил не защищать людей, которые жалуются на проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, а сами не соизволили даже поставить у себя в квартирах приборы учета. Он также признался, что в ближайшее время повезет мэров Инты, Воркуты, Ухты, Усинска и Сыктывкара знакомиться с опытом Новосибирска по борьбе с коммунальными должниками. Там умеют точечно отключать у неплательщиков канализацию с использованием современных технических средств. Евгений Ракин, Кирилл Шучалин, телеканал Юрган.